Когда спасатели наконец извлекли ребенка из-под завалов самого пострадавшего турецкого города, мальчика спросили: «Ты не замерз?» «Нет, меня обнимал и согревал один человек. Он исчез, когда вы пришли. Но там, откуда достали ребенка, взрослый человек просто физически не мог оказаться». Конечно, медики все списали на галлюцинации, но все дело в том, что случай этот оказался не единичным. Многие спасатели, не знающие друг друга и никак не связанные друг с другом, рассказывали о том, что маленькие дети, спасенные после 6 дней пребывания в завалах, делились с ними одной и той же историей. Отвечая на вопросы спасателей, как же они смогли так долго протянуть без еды и воды, дети повторяли одно и то же: голода не было. Некие сущности в белых одеяниях приходили к нам, давали еду и воду, согревали и помогали выжить. Что это было за чудо? Ангелы? Высшие силы, которые сберегли жизни маленьких детей? Ждем ваши комментарии на этот счет. А в этом ролике мы решили подробнее разобраться с темой астральных помощников. И если тема вам нравится, ставьте нам большой палец вверх, устраивайтесь поудобнее и смотрите наш ролик до конца. Приятного просмотра! Осознание. Самое удивительное, что все эти спасенные дети между собой никак не были связаны, они не знакомы друг с другом. Малыши даже в состоянии полубреда вряд ли смогли бы сочинить одну на всех сказку про добрых духов. Если верить медикам, массовые галлюцинации, вызванные холодом, голодом и обезвоживанием организма. Но согласитесь, очень сложно найти рациональное объяснение тому, что обезвоженные детские организмы смогли выдержать голод, холод и отсутствие воды на протяжении целой недели. Здесь даже тот, кто отошел от религии, уверует, поделился своими ощущениями очевидец событий, приехавший из Чечни. Во время тяжелых испытаний и стихийных бедствий подобные истории происходят довольно часто. Можно, конечно, относиться к ним как к легендам, но дело в том, что многие такие истории были задокументированы, в том числе полицией, или попали на пленку. Мы собрали для вас самые удивительные случаи, которые не может объяснить наука. Одна из них произошла тоже совсем недавно, во время февральского землетрясения в Турции, унесшего 1000 жизней. Чудо материнской любви. Телеграм-канал «Главные новости Турции» привел рассказ непосредственного участника событий, одного из спасателей. Все случилось на 5-й сутки после землетрясения. Команда местных спасателей разбирала руины напротив администрации в провинции Кахраманмарш. Подошла техника, тяжелый экскаватор включился в работу. Грохот, пыль, и вдруг откуда-то появилась женщина. Она попросила остановиться. Сказала, в этом доме у нее остались 2 детей, и мы копаем не там, рассказал очевидец события. А затем показала другое место. Вот за этой стеной, спасите их, умоляю. Спасатели остановили машину и перенесли фронт работ на указанное место. Пробились не сразу, метр, другой, третий. В конце концов, под завалами нашли 2 детей. Все в пыли, плакали, но главное, были живы. Благодаря маме. И если бы не она, кто знает, сколько бы они смогли еще продержаться. Дальше произошло невероятное. Детей собирались отдать матери, обернулись, а женщины нет. Где же она? Мама умерла 4 года назад. Это все, что мог сказать 13-летний сын. Мы все встали на колени, раскинули руки и стали молиться. Так завершил свой удивительный рассказ спасатель. Конечно, скептики посчитают такие истории обычной фантазией. А как вы считаете? Вот практически однотипные случаи, которые были засняты на фото и видео и даже засвидетельствованы полицейскими протоколами. Невероятная история спасения Эвана Манси. 12 января 2010 года серия мощных землетрясений потрясла Гаити. Больше всего пострадали окрестности столицы Порт-о-Пренс, в которой проживало около 1 миллиона человек. Последний раз землетрясение такой разрушительной силы случилось на Гаити в 1751 году, поэтому никто из жителей не был готов к подобному. Погибло более 220 тысяч человек, сотни тысяч людей остались без крова. К тому моменту, как спасатели нашли под завалами 28-летнего Эвана Манси, он провел в каменном мешке целых 27 дней. Почти месяц без еды и питья. К удивлению врачей, Эван хоть и выглядел очень изможденным, особых нарушений в организме не обнаружили. Мало того, спасенный очень быстро восстановился. На вопрос, как ему удалось выжить в таких условиях, Эван отвечал: «Кто-то в белом приносил мне воду». Но все дело в том, что Эван был зажат обломками со всех сторон. К нему не смог бы подобраться даже маленький зверек, не то что человек. Там было трудно даже пошевелиться. Объяснить этот случай ученые так и не сумели.
Но дальше еще интереснее. Необъяснимая тайна Дженнифер Гросбек. В марте 2015 года Дженнифер Гросбек и ее маленькая дочь Лили, которой было всего 18 месяцев, выехали на автомобиле по шоссе в город Спрингфилд. Когда машина проезжала через реку в местечке Спэниш Форк, был поздний вечер. Мост был плохо освещен, возможно, это стало причиной того, что машина перевалила через бортик и упала в реку. Лишь на следующий день случайный рыбак заметил торчащий из воды автомобиль, стоявший на боку, и позвонил в полицию. Тогда офицер Тайлер Беддес подошел к месту ДТП. Рыбак сообщил ему, что видел руку, торчащую из окна машины. Однако сам Беддес никакой руки в окне не увидел и подумал, что в машине никого в живых не осталось, так сильно она была помята. Вода была очень холодной, и полицейские, вызвав спасателей, решили уже уехать с места происшествия, когда Беддес и другие очевидцы внезапно услышали женский голос, который отчетливо звал на помощь. Голос шел из полузатопленного автомобиля. Полицейские тут же вошли в ледяную воду, ведь теперь счет шел на считанные минуты. По словам Беддеса, когда он заглянул в кабину, то увидел там израненную женщину и лишь потом разглядел еще и маленького ребенка в автокресле на заднем сиденье. 4 офицеров и 3 пожарных вытащили мать и ребенка наружу. Маленькой Лили начали делать искусственное дыхание, и она пришла в себя. У малышки выявили лишь переохлаждение, и вскоре она полностью поправилась. Ее мать повезли на скорой в больницу, безуспешно пытаясь реанимировать. Но каково же было удивление спасателей, когда медики сообщили, что молодая женщина погибла почти 15 часов назад, в момент падения автомобиля с моста. Следовательно, она не могла звать на помощь. Тем не менее, 7 взрослых профессионалов, не склонных к фантазиям, утверждали, что четко слышали голос женщины из машины. Это должно показать всем нам, как сильно Дженни любила свою маленькую девочку. Я не думаю, что может быть более лучший пример такой сильной любви к кому-то даже после смерти. Тот факт, что у нас есть эти люди, не один человек, а все эти мужчины, которые слышали ее просьбу о помощи, действительно поразил нас, говорил в интервью журналистам брат Дженнифер, Гаррет Гросбек. Интересно, что на это скажут скептики? Двойник альпиниста. Спортивный журналист Галина Муленкова много лет собирала самые необычные и загадочные истории, произошедшие в горах с реальными людьми. Книга «Алматинские легенды» — это сборник рассказов реальных людей, альпинистов, спелеологов, туристов, путешественников, которые стали свидетелями загадочных событий и явления потусторонних сил. Одна из таких историй произошла с известным альпинистом Ринатом Хайбуллиным. Уже к середине 90-х он 30 раз всходил на семитысячники. Летом 1994 года при восхождении на пик Важа-Пшавелла альпинист потерял 1,5 часа, и спускаться ему пришлось в полной темноте. Едва не сорвавшись на спуске, он решил все-таки заночевать на голом снегу, рискуя не проснуться утром. Я лег на спину, положив под голову рюкзак, завернулся в капюшон. Вдруг я осознал, что рядом кто-то сидит, и, повернувшись, увидел своего двойника, сидящего лицом к ветру. Это был второй Ринат, но только в легкой одежде. Конечно, первая мысль была, что это галлюцинация, разум начал отказывать. Проверил себя физически и умственно, вспомнив яркие эпизоды из жизни, таблицу умножения. Понял, что не брежу, а двойник, не глядя на меня, стал давать советы. Повернуться со спины на бок и положить под себя руки, расшнуровать ботинки, чтобы облегчить кровоснабжение ног, подогреть воды и съесть шоколад. Я спорил с ним, но с неохотой все выполнил. На утро проснулся живой, без обморожений, и продолжил спуск, рассказал Ринат Хайбуллин. При спуске Ринат еще дважды чуть не погиб, едва не сорвавшись со склона и не провалившись в трещину. После этих событий он воспринял все как знак судьбы и бросил профессиональный альпинизм. Если у вас были подобные случаи, обязательно поделитесь ими в комментариях. Это будет хорошая подборка аргументов для скептиков. Голос матери. Другая история мистического спасения связана с казахстанской экспедицией на Эверест в 1997 году. В составе сборной было 2 молодых альпинистов, 24-летний Владимир Фролов и его ровесник Андрей Молотов. Вместе с более опытными товарищами они совершали восхождение на вершину, но тоже были вынуждены возвращаться затемно. От холода и темноты альпинисты практически потеряли зрение. Владимир Фролов отстал от своих товарищей, потерял маршрут и был вынужден в одиночку заночевать на склоне Эвереста, с высокой вероятностью погибнуть от обморожения. В это время в 1000 километрах от горы ледяной холод почувствовала его мама. Она проснулась, стала молиться за него. Наутро альпинист услышал голос матери, и, несмотря на обморожение, ему хватило сил подняться и дойти до лагеря. Андрей Молотов также смог отыскать укрытие на ночь, встретив ангелов-хранителей в виде мальчиков в белых одеждах.
Что это за явление? Энергетические сущности, эфирные тела, существа из параллельных пространств или неизвестные науке жители подземелий? Геофизик, кандидат технических наук Бондаренко в пещерах Крыма и на Урале сам не раз видел вертикальные светящиеся столбы и жгуты, которые быстро перемещались по подземным коридорам, словно куда-то вели за собой. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Сегодня много неизведанного еще остается за гранью понимания науки, равно как и некоторые научные гипотезы воспринимаются на уровне фантастики. Так, по поводу стихийных бедствий, включая землетрясения, есть версия, что это не только результат техногенного вмешательства человека, действия климатического оружия наподобие ХААРП, но и результат негативных эмоций, захлестнувших нашу планету. Это явление уже изучается в исследовательских институтах Великобритании и других стран. А российский ученый Игорь Яницкий утверждает, что Земля живая и чутко реагирует на нашу психическую энергию. Если вам интересна эта тема, мы сделаем отдельный ролик. Так что утверждение, что мир спасет любовь, это не просто красивая метафора, это реальность, которую осознают уже многие. В погоне за благополучием, за удачей, за успехом люди часто забывают о главном. И наступает время, когда они начинают ходить по врачам, сдавать всевозможные анализы, проходят всевозможные мучения, забывая, что причина кроется в них самих. Меня зовут Ольга Петровна Кузьменко. Я профессор, доктор медицинских и психофизиологических наук, являюсь автором медико-социально-психологической и духовной диагностики, а также регуляции здоровья. Благодаря этому было продиагностировано и удачно пролечено более 144 тысяч человек с различными заболеваниями, психологическими и духовными проблемами. Я приглашаю вас на свой бесплатный онлайн-мастер-класс «10 правил здоровой духовной жизни», где я вам расскажу, почему опасно обижаться и как негативные эмоции влияют на нашу энергетику и здоровье, какие правила жизни необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым при любых внешних условиях, как научиться принимать негатив с благодарностью, предупреждать болезни и неприятности еще в зародыше и не дожидаться их проявлений. Регистрируйтесь по ссылке и до встречи в эфире. На нашем канале вы всегда найдете лучшие советы по саморазвитию, по здоровью, по достижению своих целей и желаний в жизни, по семейному счастью. Подписываясь на нас, участвуя в наших трансляциях и мероприятиях, вступая в наш клуб, вы не только поддерживаете наш проект, но и начинаете постоянно и поступательно улучшать свою жизнь. И да пребудет с вами осознание.